балам істемей крым татар болмаға, айтам, мен рус болмаға істеймін. А не владеющих родным языком большинство? Во-первых, никто никому ничего не должен. Я сторонник того, чтобы мы снимали розовые очки и проблему видели такой, какая она есть. Крымско-татарский язык – это больше про познание себя, это больше про глубину, про наш род, про наши корни. Салям алейкум. Сегодня я начну не с обычной вступительной речи. Сегодня я хочу рассказать одну историю и для наших гостей, и для нашего зрителя, которая, как мне кажется, отразит состояние в целом обсуждаемой нами темы. А говорим мы сегодня о крымско-татарском языке и о английском языке, да, и о том, как они могут быть успешными одновременно, да, и о взаимодействии, так сказать. Да. И поэтому вот эта история будет весьма-весьма к месту. История, которая родилась, или, скажем так, которую я услышала в одном частном разговоре от преподавателя одного вуза, крымского вуза, преподавателя крымско-татарского факультета, в своем, скажем так, обращении к родителям этот преподаватель сказал следующее, что если вы видите, что ваш ребенок не особо там проявляет себя, если у вашего ребенка нет каких-то ярких способностей и желания где-то вот конкретно обучаться, высшее образование имеется в виду, то отдавайте его на факультет крымско-татарского языка. Как минимум он будет знать родной язык, и это будет уже польза, так сказать. И в этой связи мне показалось, что это не совсем удачная, скажем так, мысль. Почему? Потому что это рождает вот такое, знаете, посредственное отношение и к будущей профессии, и к языку в частности. И у меня родилась такая мысль сегодня, собственно говоря, о том, что надо поговорить, и поговорить вот в этом контексте, да, о мотивации, в том числе к обретению этой профессии, о мотивации к изучению крымско-татарского языка и вообще о состоянии, да, и естественно, о методологии, что тоже немаловажно. Инсеуджа, Ленуриоджа, я, наверное, все-таки начну с вас. Этот наш диалог. Крымско-татарский язык и литература – это запасной аэродром, на котором приземляются, когда ничего не получилось? Или как-то иначе? Честно говоря, я училась в совершенно другое время, заканчивала вуз в другое время, и отношение к этому предмету, к этой специальности было совершенно иное. Угу. Если сравнивать с сегодняшней ситуацией, то, конечно, очень сильно изменилась ситуация. И, возможно, в этих словах есть какая-то правда. В том, что как запасной вариант... Если совсем ничего не получилось. Если совсем ничего не получилось. Мен Крым-татар түрк филологиясы факультетінде çalışам. Крым үндестік педагогика университетінде бұл факультетте дерс берем. Ве Крым-татар тілі hocalарыны біз yıllar devamında hazırlayımız. Vaziyet farklı ola. Bazı yılları konkurs yüksek ola, bazı yılları konkurs olmay. Ama bu yıl аңнағаныма көре ve bu yıl рейтингlerini bakамыз, университетіміздің сайтына кіріп рейтингlerini bakқанда Крым-татар тілі ve İngiliz тілі, Крым-татар тілі ve Rus тілі, Крым-татар ve Türk тілі зенатларына конкурс бар. Халық истеви, сыр дегіл біз hocalарымыздың яқында bu mevzu boyunca müzakereler geçirdik. Халық bu fakültetке кірмек істей ме? Крым-татар тілі hocası olmak істей ме? Біз әбет мақсыз тәтқиқатлар keçirmedik, ama көзетулер нәтижесінде şunu anladı ki халық істей. Ama başka problema var. Nasıl? Тіліміздің kullanım dairesi, то, что называется сфера функционирования языка. О дайре бетте тар. То есть сфера функционирования языка, она очень узкая. Оның үшін бір тарафтан бізге келген бала Крым-татар тіліні öğrenмеге істей, Крым-татар тілі hocası olmağa істей. Яқшы ки yanında da ikinci zenat бар. Ve onun için halkının merakı var. Ama elbette düşünemin yarın iş tapıp olacağımı ya da tapıp olamayacağımı. Ama çok şükür sonki yıllarda işte tapalar tek devlet mekteplerinde değil.
үкімет мектептерінде дегіл башқа салаларда да біздің талебелеріміз өзіне иш ері тапмаға огренияталар яваш-яваш. Оның үшін сонки елларының тенденциясы запасной вариант дегіл. Атта бізде мақсыз азырланып келген балалар да бар. 100% дегіл, базылары үшін бекімебеті запасной вариант. Шорада, менде бір да екеи бар, генеде штек достым, оның қызы гердене бұл хрымтатар филологиясы бұл факультетіне. Ода соледі группада мен бір өзім едім, тек бір өзім едім, кем лафетеве анлай бұл хрымтатар деліні. Нас вазиетіміз бұл. Мен Қырым-татар ве түрк филологиясы факультетінде 1999 сенесінен берлі çalışам. Ве ел бұл факультетін алам. Ве бұл факультетті, өзім бұл факультетіні бітірсем, дешімді педагогика кафедрасында çalışам. Ве бұл дерслі педагогиканың Қырым-татар тілінде алып барам. Фарқлы. Йылларға көре вазиет деңіші. Қач ел кечті? 20 йылдан зияда мен бұл факультетте дәрс берем. Әбетте, mesela, не вақыт, 3-4 йыл әбелсі тіліні зайыф білген балаларының сайысы чоқ еді. Тіліні аңнамаған. Ве мен дәрсіні екі тілді алып барайдым. Әм қырым-татарчы, әм русча. Мечбуредік билингваль оқытуыны өмірге кечірмеге, чүнки балалар аңнамай. Ама сонки йылларын алғанда, mesela сонки 2-3 йылны бақажақ олсақ, сонки 2 йылда аман-аман %90% аңнай тілімізді. Аңлайға лафетелер ме? Лафеткенлер чоқ. Лафеткенлер чоқ. Атта оле талебелеріміз бар, кіргенде зайыф білейді тілімізді. Шымды яваш-яваш да яқшы білелер. Ама әлбетте біз де өжаларны берабер яңы методикалар үстінде çalışамыз. Чүнки погружение о яқшы, ама погружениеден ғайры екі тілі оқыту методикаларны да бізге өмірге кечірмек керек. Методикалар ақында да лафетежіміз қысмет олса. Риана ханым и Велена ханым, к вам вопрос. Поступление на ИНЯС – это про запасной аэродром или это про перспективы и какое-то прекрасное будущее? Конечно же, второе. Прекрасное Однозначно, будущее. да, потому что, во-первых, до сих пор, мне кажется, поступление на ИНЯС является престижным и готовит какие-то перспективы в будущем для тебя, если ты хочешь, например, выезжать за границу. Если ты остаешься в Крыму, у тебя меньше вариантов, и самый простой – это пойти в школу работать. Это 100% тебя возьмут. Вот. То есть это про престиж. Если вы говорите, что учителем работать не престижно, то вы являетесь вы поддерживаете мнение большинства, потому что наши родители считают, что это не престижно. А почему не престижно? Потому что мало платят. А если вы платили бы много, разве это была бы не престижная профессия? Ну, смотря у кого какие критерии, мне так кажется. Кто-то измеряет материальными вещами, кто-то статусом, кто-то вот большинство людей измеряют это престиж именно деньгами. Да. Я недавно проводила такой небольшой соцопрос среди выпускников школ, причем это была школа одна из, не буду называть школу, одна из престижных школ Симферополя. Я пришла с профориентационной работы, конечно, приглашала на педагогические и на филологические факультеты. И многие выпускники школ говорили, что они не хотят быть педагогами. Я спросила, в чем причина, назвали заработную плату. Тогда я попросила написать, о какой заработной плате вы мечтаете, какую бы заработную плату вы хотели бы получать. 75% детей написали 40-45 тысяч. Вот то, о чем оценивают в 40-45. Да. Но если ты хороший педагог, ты же эту зарплату получишь, заработаешь. То есть основная работа, дополнительная работа. И я понимаю, что да, с одной стороны, вот этот вот миф, что это низкая заработная плата, если ты качественный педагог, то ты можешь эти 40-45, о которых они мечтают, можешь их заработать. Ну, как минимум. Значит, есть какие-то другие скрытые причины, о которых надо задумываться, то есть популяризировать. Копать глубже. Копать глубже, да. Вот у нас есть в университете педагогические классы, и успешно работают педагогические классы, приезжают со всего Крыма. То есть если вести правильную работу по пропаганде педагогического труда, конечно, повышение зарплаты очень важно. Там не только зарплата, там есть во что дополнительные погружается причины. учитель, да? Да, Кто он, да. посредник между бумагами и детьми, или каким-то другим образом, да? Евелина Ханым, вот за учителями английского языка всегда тянется какой-то шлейф особенности, да? Какой-то уверенности, эксклюзивности, Риана Ханым, да? Все время какая-то креативность рядом идет. Это воспитывается на факультетах или это приобретается в процессе? Ну, все зависит индивидуально вот от человека, который презентует себя, да, как специалиста.
Да, я думаю, что это все индивидуально. И вообще согласна с мнением, что современный преподаватель, неважно какого языка или какого предмета, это человек, который действительно любит свое дело, он горит этим, и который постоянно развивается, постоянно обучается на каких-то курсах, и также который изучает психологию студентов, чтобы лучше их понять и добиться больших результатов с ними. У меня есть такая мысль, что учителя крымско-татарского языка это чаще всего, ну, по крайней мере, в 90-х у меня такой сложился образ, что это чаще всего такие активисты, борцы за право, борцы за справедливость и так далее. С учителями английского немножко по-другому, хотя это не исключает одно другого абсолютно, да. Это откладывает какой-то отпечаток на статус учителя, на его мотивацию, на его отношение к нему в коллективе. Вот как вы думаете, Риан Ханум, вы в школе работаете, как это вообще? Ну, вообще, нас всегда выделяет директор, говорит, что англичане — это какая-то особая планета. Каста. Да, это всегда красавицы, которые несут себя очень так важно. Почему? Я задумывалась, почему же. И вспомнила свой факультет иностранной филологии в ТНУ, когда я еще училась. И вот у нас все преподаватели были такие. Вот такие какие-то значимые, такие очень серьезные, знающие себе цену. Вот так. И мне кажется, мы перенимали. Может быть, просто модель поведения. Это не говорило о том, что мы там себе чего-то, какого-то мнения большого. Но вот с виду казалось так. Образ, имидж. Да. Нуриоджа, как складывалось у вас на факультете в свое время? Та самая ташкентская мафия Татлита. Ну, мы учились на филологическом факультете, где было 3 отделения: русский язык, крымско-татарский язык и русский язык в узбекских школах, национальных школах. Поэтому, сказать честно, мы жили в своей какой-то автономии. У нас действительно была вот такая атмосфера вот Крыма. Мы не понимали этого, может быть, мы не могли это объяснить, но вот у нас была атмосфера крымская. У нас настолько были хорошие отношения между собой. У нас доверительные были отношения. И патриотизм был настолько высокий, что даже не обсуждалось желание вернуться там или не вернуться, потому что были такие моменты в других случаях среди родственников, когда говорили «не керек бізге оқырым», там «Крым кормеміз біз барбақ». То есть у нас было однозначно такое желание, или даже не желание, уверенность, что мы вернемся в Крым. И поэтому отношения были... Не было такого, как вот вы говорите, что эксклюзивного, да. Но мы себя считали лучшими среди этих остальных отделений. Вот не знаю, нам так казалось. Мы любили настолько себя, крымских татар, мы любили настолько Крым, не видя его. Мы даже не видели Крым. Но вот я лично даже Крым не видела до поступления, и только уже в 90-х, когда все возвращались. А настолько было это чувство любви к родине, что тяжело его объяснить. Вот эта история про атмосферу, да, про отношение к учителю крымско-татарского языка, про активизм его, насколько это, не знаю, отяжеляет, что ли, работу учителя в школе именно? То есть это мешает, это создает определенные риски для учителя или как? Или, может быть, это история из 90-х, сегодня это может быть уже по-другому? Нет, мне кажется, она... Так и осталось. Да, может быть, даже где-то и обострилась сейчас эта ситуация, потому что все время приходится добиваться, учитывая, что при одном часе изучения языка родного и одном часе литературного чтения просто нереально донести до ребенка необходимую информацию, необходимые знания. То есть и программы не соответствуют уровню учеников, потому что учащиеся, вот как мы уже говорили, все-таки больше понимают. Аллаха шукр, я вот удивилась, что Инесса Оджа говорит, что вот сейчас последние 2-3 года подъем. Я, конечно, очень рада. Потому что вот какой-то был момент, прям вот абсолютно вот руки опускались. Ты видишь, что вот ты бесполезна вот эта работа, такое впечатление, что ты вот работаешь впустую, потому что нет ни желания у родителей включаться в процесс. Потому что мен бабам ирзаман это сес и куколданчика. То есть, если работает родитель, с одной стороны, учитель, то появляется звук, да. А тут, получается, безнадежная какая-то была ситуация. Аллаха шукр, если вот все ситуация так меняется, и учитывая, что все-таки вот я сейчас вижу, что у меня вот сейчас в классе есть из 12 учащихся человека 3
я могу сказать, что они говорят на этом языке. То есть 3 человека из 12. Из 12. То есть это неплохо, я считаю, потому что было есть еще было и хуже. хуже. Было и хуже. А давайте тогда про реальную картинку. Да? Вы работаете в школе уже много-много лет, и что вы наблюдаете, какую тенденцию вы наблюдаете? Что за дети приходят к вам, что за дети уходят от вас? Да? С каким пониманием, владением языка? И отношением, самое главное. Ну, про отношения, я думаю, что все-таки многое зависит от учителя еще, очень много. Вот моя цель всегда детям донести, что ты прежде всего крымский татарин. На каком бы ты языке ни говорил, твоя фамилия, твое имя, ты крымский татарин. Поэтому ты должен соответствовать. Ты должен понимать, хотя бы научиться понимать. А уже в сознательном возрасте, я думаю, ребенок захочет сам его изучать. То есть он научится говорить. Хотя бы, чтобы у него это было на уровне сознания, что он крымский татарин. Инстинкта? Да, что он должен его знать. Потому что это беда. Многие, вот я знаю, у меня вот как-то знакомые говорят, балам стеми крым татар олмага, айта мен рус олмага истейм. То есть откуда у ребенка такая вот сложилась, вот откуда у него такое сформировалось? Значит, чевре четке баха и травха Эбсі орысша алфавите, крым татарджа, сен башкасың, ты другой. И, наверное, вот поэтому, Аллаха шкур, я вот сколько лет работаю, я пытаюсь детям всегда вот внушить это, что ты все равно крымский татарин. Как бы ты себя ни преподносил, на каком бы языке ни говорил, ты все равно крымский татарин. А раз ты крымский татарин, ты должен дать свой язык, прежде всего, свою религию, свою историю, свою культуру. Вот этот вот эффект долженствования, да, насколько он рабочий инструмент, насколько в этой иерархии мотивации срабатывает, скажем так, он должен, работает в случае с английским? Должен, кто должен? Ученик должен знать, ученик там просто потому, что ты вот по фамилии там Усинов Усин, условно говоря, или там Усинова Усния, условно, да? Это работает, это мотивирует человека. Когда он должен, Да. во-первых, никто никому ничего не должен. Дети приходят, англичане особенные. Да, дети приходят, и если ты их заинтересовала, это очень хорошо. Вот точно так же ситуация у нас с английским обстоит. Если в группе 15-16 человек, то 3 из них хотят изучать. И в основном это девочки. Не хочется дискриминировать, но почему-то девочки больше ориентированы на изучение английского языка. Конечно, мальчики есть, но это те, которые еще частным образом занимаются где-то. То есть они знают, о чем говорят, и им интересно хотя бы поддерживать беседу. Так вот, ученик не должен, потому что ему неинтересно. И ты это видишь. Почему ты должен от него требовать? На него такая нагрузка большая наваливается. Я понимаю, что куча других предметов, и твой английский, он иностранный. Он даже не тот язык, на котором он говорит. Говорит он на русском. И помимо этого русского языка, да, еще наваливается английский и крымско-татарский. Очень сложный язык даже для наших крымско-татарских детей. Они жалуются, мне приходят, говорят, я ничего не понимаю. Я только «Селям алейкум» могу сказать. И то «саголнас» даже мне пишут, да, в чате, например. «Саголнас» с ошибками. Или «сагол» пишут мне. «Сагол» учителю. На «ты». Да. Ну и на том «сагол». Елена Ханум, в вашем случае, ну, во-первых, у вас как бы частный опыт, да, преподавания. К вам уже приходят мотивированные. Но в любом случае вы варитесь в этом котле, да, языковом. А с чем вы сталкиваетесь? Какая мотивация срабатывает? И какой контингент у вас, скажем так, да? Это дети, это взрослые. С какими потребностями они к вам приходят? В нашей студии обучаются и дети, и взрослые с разными целями. И мы, как преподаватели, хотим донести им значимость языка, почему его нужно учить, зачем. Конечно, их стараемся мотивировать, показывая своим примером, как может помочь изучение языка в современном мире. Да, дети и взрослые чаще всего мотивированы уже, но и мы, так же как преподаватели, стараемся им донести вот эту вот ценность, зачем это нужно, как это может на практике им помочь. У нас есть одна видео-вставочка. Диляра Ханум, ваша коллега, записала нам короткое видео. Мы его сейчас послушаем и, может быть, обменяемся какими-то репликами. Селям алейкум. Чем больше человек знает языков, тем больше он человек. Ведь каждому языку присуще собственное мировоззрение. Ведь каждый язык — это сплетение целых понятий, которые свойственны определенной части человечества, которые имеют определенный способ представления и картину мира.
Если говорить о спросе на английский язык, мы должны учитывать важный фактор. Многие востребованные профессии сейчас требуют знания английского языка. Помимо этого, мы знаем, что язык общения — это английский язык, на котором говорят во многих странах. Чем больше языков мы знаем, тем больше у нас развиваются когнитивные функции, тем больше мы имеем шансов на профессиональный карьерный рост. Но если говорить о мотивации к изучению крымско-татарского языка, это могучий идентифицирующий фактор. Это фактор, который поможет нам сохранить культурное наследие. Все это не просто высокие слова. Крымско-татарский язык важен нам как народу для того, чтобы сохранить свою этническую целостность. То наш народ очень много вкладывает в то, чтобы не только сохранить язык, но еще и поставить его на другой совершенно иной уровень, наверное, потому что, посмотрите, у нас проводятся крымско-татарские ярмарки, точнее, ярмарки крымско-татарской литературы. Также у нас выпускается журнал. Посмотрите на песни, которые сейчас есть. Это, между прочим, очень большая мотивация для молодежи. Мы постоянно работаем, нам некогда даже общаться с нашими детьми, когда наши дети, соответственно, выходят куда-то в свет, например, даже погулять на улице. Мы живем в межнациональной стране, соответственно, мы выбираем язык общения для того, чтобы быть понятыми другими и понимать других. Это само собой разумеющееся. Идея полилингвального обучения, она очень подстегивает, потому что если мы, например, изучаем английский язык в школе, соответственно, на него спрос есть. Поэтому мы, вот как англичане, нам приходится тоже создавать, так скажем, искусственную среду, в которой наши подопечные будут практиковать английский язык. Но я знаю, что проводятся мастер-классы на крымско-татарском языке, разговорные клубы. Практика крымско-татарского языка, где будут именно создана такая искусственная среда, она покажется очень интересной идеей. Раньше мы переводили с одного языка на другой, сейчас опять-таки мы создаем эту среду, где мы общаемся уже сразу на английском языке, слушаем подкасты, развиваем абсолютно все навыки. И я считаю, вот этот лексический подход в применении и преподавании крымско-татарского языка тоже очень может помочь. Поэтому, коллеги, преподаватели крымско-татарского языка, еще раз мое вам уважение, потому что, понятное дело, что у нас больше ресурсов. И я думаю, что у нас все получится, и мы выведем наш язык на более высокий уровень. Еще раз вам мое уважение. Спасибо большое, что пригласили меня. Я очень надеюсь, что эта тенденция к изучению крымско-татарского языка на более высоком уровне, на литературном уровне, она будет продолжаться. Çok sağ olunuz. Ну что ж, есть вот такое мнение Диляры Ханум. Какие будут у вас мысли по этому поводу? Можно ли использовать методологию английского в крымско-татарском? Вопрос мотивации, опять же, актуальный. Ну, конечно, почему бы нет? Если существуют какие-то площадки, да, где можно показать свой опыт, свою методику, почему нет? Это здорово. То есть это возможно на уровне вот методологии соединить два этих предмета? Ну, не соединить, я же так условно, да. Смотря как они предлагают это сделать. Методология, она универсальна. Методология — это исследование. То есть однозначно методологию в организации изучения языка с нуля, в принципе, можно изучать. Но, наверное, целесообразнее было бы говорить о коммуникативных методиках, когда английский изучается как иностранный, то есть с нуля. Мы, конечно, не говорим, что крымско-татарский для нас не родной, да, и поэтому вот здесь было очень много полемики, когда выпустили книги «Крымско-татарский как родной», «Крымско-татарский не родной». Он для нас, для всех родной. А другой вопрос, что кто-то владеет языком, кто-то не владеет. Подходы должны быть, методики должны быть разные. Для владеющих, по моему мнению, все-таки среди нашего народа меньшинство, которое сейчас уже в полной мере понимает и говорит на языке, а не владеющих родным языком большинство. Поэтому те методики, которые были разработаны в депортации, на основе которых были написаны учебники, они, конечно, были рассчитаны на людей понимающих, то есть на детей, которые как минимум в семье понимают язык, может, говорят и понимают. Сейчас к нам приходят, как говорит Ленур Иоджа, приходят дети, которые не понимают. И в количественном плане мы не знаем, мы только догадываемся, что их большинство, никто этих специальных исследований не проводил. Конечно же, ученые, методисты задумываются над поиском более новых методик, которые бы начинали обучение с нуля, то есть больше направлены на коммуникативный курс, где было бы больше говорения, меньше грамматики. Но это не так просто переложить сразу с английского эту методику на крымско-татарский язык. Диляра Ханум говорит про создание
искусственное, но тем не менее создание языкового пространства. Вот они у себя в практике это применяют. Да? Можно идти путем, как это модно сейчас говорить, мы можем это сделать раз, эту ситуацию создать, эту среду, два, можем эту среду создать, но в третий раз мы споткнемся. То есть как в английском языке, когда покупаешь, например, уровень А1, ты видишь точку А, и ты видишь точку Б. И ты точно знаешь, какой тебе нужно пройти путь, сколько ты должен пройти уроков, и с каким ты вышел с нулевым уровнем, и по окончанию А1 ты, например, знаешь уже 1000 слов и можешь их активно использовать в своей речи. Это же прописано, это же все разработано учеными. В английском языке это проще. Они купили себе, например, сет Кембриджа А1 и работают. А у нас этого сета А1 для невладеющих нет. И я изучала этот опыт, не применяла его в своей практике, но изучала методом наблюдения. То есть я видела это в Турции, там специальные лаборатории созданы. Они тоже взяли эти методики и адаптируют их к турецкому языку. Так это целая лаборатория над этим работает. Задача ученых и методистов, да, я закончу мысль, если позволите. Задача методистов и ученых разработать эти сеты, задача педагога их качественно реализовать. То, что делают наши коллеги, они уже имеющийся опыт качественно реализовывают. В области крымско-татарского языка это двойная задача. То есть какой-то коллектив ученых, не какой-то, а коллектив ученых и методистов должен разработать этот сет. Но 50 лет диссертации просто так не прошло. То есть задача по погружению решена. Сағолсынар огромный потенциал педагогов, ученых, которые это все выполнили, вернулись на родину, вместе с тем мы теряем свой язык. Теперь перед учеными и перед методистами стоит следующая задача – создать двуязычное обучение, чтобы сохранить наш родной язык. То есть у нас должны быть две методики – погружение и обучение с нуля. В таком случае будет ли категорично с моей стороны ставить вот так вот вопрос ребром, да, о том, что крымско-татарский язык, нам уже пора заканчивать эту историю вот с этими вот реверансами и уже четко себе признаться и сказать, что мы его должны уже изучать как не родной, простите за это. Мы не можем делать эти реверансы. В мире есть практика, где есть пособие для погружения, для тех, у нас же есть владеющие. Есть владеющие, они должны идти вперед. То есть это одно направление должно быть для владеющих, для усовершенствования их уровня, а второй пакет или вторая методика для невладеющих. Вот с первым наши ученые, методисты, Оджалар, Аллахашкур справились. Это есть. Другое дело, что семья, которая не может дать даже нуля, а учитель предлагает ему методику погружения, поэтому они ничего не понимают, кроме «Салям алейкум». Тут должна быть вторая методика. А это тоже непростая вещь, непростой путь, и над ним надо работать. Надо создавать лаборатории, которые будут разрабатывать, а учителя будут это внедрять. Говорили про лексический подход, когда какая-то фраза, какая-то лексика, она изучается не просто списком, а изучается в контексте. Мы это активно используем в нашей студии, когда преподаем английский язык, и мы считаем, что это можно внедрить и в крымско-татарский. То есть не просто давать списки слов, а показывать, в каком контексте можно использовать, в какой ситуации можно использовать, сразу, да? Какая окраска у этого слова. Мы считаем, что это тоже может быть эффективно. И по поводу методики мы регулярно в студии проводим методические часы, где руководители и мои коллеги делимся разными новинками в мире методики, как можно лучше дать результат, быстрее дать результат. И такие встречи, я считаю, что можно организовать и с преподавателями крымско-татарского языка, или, может быть, даже такие общие собрания, где преподаватели делятся своим опытом. Площадки, да? Да. Да. Ну, смотрите, вы уже очень хотите, я смотрю, так поговорить о методике преподавания, да, но прежде чем мы к этому вопросу, прежде чем мы вообще начнем на эту тему говорить, я сделала очень интересную штуку. Я собрала отзывы и отклики людей, дети которых учатся в крымско-татарских школах, либо в школах, ну, нельзя говорить в крымско-татарских школах, а в школах с крымско-татарским языком обучения, либо в национальных классах, и попросила вот, или те, кто сталкивался с самостоятельным изучением крымско-татарского языка, попросила дать, так сказать, фидбэк, да, обратную связь, с чем они столкнулись, какая там у них была сложность, и вообще, как они с этим, вот, как они это себе представили, да, и получилось ли у них. Ну, давайте так, по очередности. Нет интересных, креативных преподавателей, молодых преподавателей. Все преподаватели в возрасте. Я сразу оговорюсь, что это очень субъективно. Да? Мы не, скажем так, не натягиваем это одеяло на все наше крымско-татарское пространство. Просто вот пытаемся услышать. Нет внятной программы, по которой вы идете. В английском языке я четко понимаю, что за год мне нужно пройти, и в итоге буду владеть определенным уровнем. Преподаватель на каждый урок сам придумывает тему, лексику, сложные тексты, новые слова, предыдущие
предыдущих уроков не повторяются. Очень многие правила объясняются преподавателем интуитивно, нет таблицы, открыв которую можно правильно грамматически построить предложение. Отзывы родителей учеников, изучающих крымско-татарский. Нет работы со словами, дети не понимают и половину из того, что есть в учебниках, не отрабатывается правописание, есть слова словарные, их не выделяют отдельно, чтобы дети учили. Писать сочинение сложно, потому что не дают шаблонов, не объясняют, как это делать. Если даешь цитату откуда-то, то пишут, что из книги. Не делается подборка дополнительных материалов в помощь. Сами ищем информацию где угодно, хорошо, что есть Арманчех. Пересказы по литературе 4-5 листов текста, которые дети не понимают, это испытание. Нет разбора текстов, нет адаптации материала под знание конкретной группы детей. Прокомментируйте, Ленурия Я думаю, эти же замечания могут выслушать и учителя английского языка. Я больше чем уверена, потому что мне кажется, тенденция такая, что дети вообще сейчас мало кто хочет учиться. Мало кто заинтересован вообще в обучении. Или не знаю, с чем это связано, но неинтересно изучать то, что ты не понимаешь. Чаще всего, вот, я думаю так. Вот, например, действительно, 3-4 страницы текста. Вот у меня, например, по программе «Масал». Я читаю, я пытаюсь им его донести, перевожу, даю сначала слова. Мы их отрабатываем, эти слова мы переводим, мы составляем с ними предложения. Вы сами понимаете, при 1 часе в неделю просто нереально осуществить вот эту программу. Поэтому проблема именно в том, что дети не заинтересованы в обучении. Очень маленький процент детей мотивированные. И родители которых помогают в обучении. То есть соответствует тому, что требует программа. Почему, как вы думаете, не заинтересованы сами дети? Ну, дети, понятно, мало какому ребенку хочется погрузиться и там что-то делать дополнительно и сверхурочно, что называется. А почему вот такая история с мотивацией и у детей, и у родителей? Ну, мы же крымские татары, мы должны... Если бы я знала ответы на этот вопрос, я бы, наверное, все сделала для того, чтобы вот мотивировать. Потому что я делаю все возможное, от себя зависящее. И с родителями веду беседу. У меня вот группа родителей... Сразу оговоримся, у вас национальный класс, да? Вы преподаете там. И поэтому я веду беседу с родителями, стараюсь на родном языке. К сожалению, у меня в классе есть... к сожалению, а может быть, и не всегда... Не знаю, как это объяснить. Есть мама, которая является другой национальности, я поэтому не всегда могу вести это чисто на крымско-татарском. Но моя цель — говорить только на крымско-татарском. Максимально. Да, максимально. На уроке, на переменах. Я стараюсь просто создать среду языковую. А как заинтересовать их, я вот... Вы же наверняка задаете вопросы этим детям. Как они отвечают на эти вопросы? Почему не хотят? Почему не интересно? Почему не заинтересованы? Неинтересно. Вот просто не хочу, я устал. Вот так вот. То есть вот даже не знаю, вот у меня же начальная школа, поэтому даже не знаю, как... Малыши. Да, поэтому, может быть, в старших классах они... Да, вот мои ученики, которые уже перешли сейчас в 9, 8 классе, там уже сознательный подход. Они действительно... Я вижу, что вот сейчас девочка ушла в декрет, которая вела у них. Я к ним прихожу, я вижу результат своей работы. Я вижу. Конечно, в начальной школе я бьюсь, мне кажется, все... Холларым еберли бір системами yapmağa çalışmayacağım. А потом, когда я понимаю, что все-таки я вижу результаты, у меня вот как-то я окрыляюсь и думаю, значит, я не зря. Я сразу говорю, что это я спрашивала людей, и родителей, и взрослых тоже людей, которые пытались там изучать самостоятельно крымско-татарский язык, которые мотивированы. То есть им не нужно объяснять, что нужно изучать родной язык. Да? Это люди, которые и так понимают это, и вот они пытались это сами сделать, либо это родители, которые вот контролируют этот процесс, скажем так. Не сегодня. Материалы есть. Насчет того, что нет программ, программы есть. У нас есть специальный сектор при министерстве, который курирует эти вопросы. Программы крымско-татарского языка для начальной школы, для средней школы есть. Вопрос в креативности педагогов, согласна. Я, кроме того, что работаю в университете, у нас есть свой клуб, IQ, не клуб, а Центр развития детей и подростков, IQ Меркезе. И мы выпускаем наших детей, которые заканчивают детский сад, и после этого раз в неделю, чтобы сохранять языковую среду, я с ними веду клуб «Анатолий клубу». И они тоже ко мне приходят раз в неделю. Многие из них после нашего детского сада обучаются в школах с крымско-татарским языком обучения, с русским языком обучения. На самом деле вопрос мотивации очень важен.
очень важен. И предложить детям только традиционные методы, это, ну, значит, эту мотивацию похоронить. Да. Поэтому что нужно предлагать? Я даю грамматику. Без грамматики невозможно, мы это хорошо понимаем. Конечно, мы детям объясняем, что да, грамматика нужна. Опять грамматика, опять грамматика. На русском языке, на уроках русского языка вы же никуда не денетесь от грамматики русского языка. Или на английском языке. Грамматика нужна. Но наряду с грамматикой рядом нужны какие-то творческие... Вот мы как справляемся? Я даю, начиная с 1 класса и в начальной школе, мы выполняем проекты. То есть для того, чтобы была мотивация, проекты на крымско-татарском языке. Это креативность педагога. Педагог, ну, не все готово мы должны давать педагогу. Программа есть, учебник есть. В старшей школе, да, они сложные. И со старшей школы я тоже работаю по учебникам Айдара Меметова. Работаем. Сагулсон сделал, подготовил. Но задача же педагога, даже если адаптировать, да, тексты сложные, но тема-то понятна. Какое-то я беру одно упражнение за час, все, что я успеваю проработать. Одно упражнение я беру из учебника Айдара Меметовича Рахметли, второе придумываю сама по теме. Какие-то новые инновационные, интерактивные упражнения. Но это же задача педагога. Коллеги, мы же за это зарплату получаем в конце концов. То есть мы же должны это придумывать. Угадарлых, но это несложно перевести на крымско-татарский можно я спрошу язык? одну такую провокационную, задам такой провокационный вопрос? А мы точно не за зарплату работаем? Мы работаем, ну, давайте говорить честно, мы работаем, педагог, Гаспринский эту реформу провел в свое время, мы не работаем ради милостыни, да? Знаете, я к тому, что, понимаете, что очень часто вот этот вот я сейчас опять наговорю, да, но тем не менее, ладно, раз уж так пошло, так давайте, да. Смотрите, у меня есть иногда ощущение, что вот этим подниманием байраха, да, мы создаем просто рабочие места, люди туда устраиваются. Я опять же говорю, да, я не абсолютизирую. У нас есть прекрасные учителя, которые... Их много. Их много, и, да. Но бывают часто густо случаи, когда вот на волне вот этого патриотизма и долженствования занимают место, которые им не к месту, уж простите так, да? Но в любой и сфере... ломают вот эту историю про интерес к языку и так далее. И креативности поэтому не возникает, и желание креативить не возникает. Мы очень часто говорим, что зарплаты там маленькие у учителя, да, что учитель встает таким буфером между бумагами и детьми и так далее, да, это тоже есть. Но, слушайте, если ты не хочешь быть учителем, то тебе там и не место. Это все понятно. Вот я работаю в государственном секторе, я параллельно работаю в образовании в частном секторе. Я не умею ничего другого делать, кроме как быть педагогом. Поэтому одна сфера у меня государственная, вторая частная. Я в частном всегда своим педагогам говорю: байрақ яхшы, байрахны көтереміз, ғайыны огге қоямыз. Оның үшін бізге ана бабалар келе. Ама ғайынен берабер, сен кейфиетні, качествоны бермесең, о байрақ яваш-яваш түшежек. Оның үшін біз бұны 10 ел давамында yapамыз. Байрақнен берабер, милли ғурурнен берабер, янында кейфиетті олмақ керек. Кейфиет олмады ма, бір күн келер, 2 күн келер, 3-ші күні келмезлер. Сені меркезіңде, бұтын ішіңде қапаныр. Оның үшін, мадам байрақны көтердің, байрақның янында кейфиетін де бережің. Башқа жолы жоқ. Бір тарафтан әбет қырым-татар тілі ожалары көрешчі ме? Әбетте көрешчі. Чүнки инглиз тілі оқу в планында бар. Да? Учителя английского языка в школу пришли, вот у нас по умолчанию. По умолчанию. Открыли учебный план. Сколько часов в неделю в 5 классе английского языка? 3 часа в неделю. Открывает учитель крымско-татарский язык учебный план. Нет крымско-татарского языка. В большинстве своем. В лучшем случае внеурочная деятельность, за которую тоже что нужно делать, Лена Ильич правильно сказала, бороться надо. Поэтому, с одной стороны, приходит профессионал, знающий содержание материала по своей дисциплине. Но условия стартовые разные. У английского языка он набрал свою ставку и не борется. У него есть часы, он идет, его задача качественно провести занятия. Мы сейчас не про борьбу, я не только но про это. У нас во всем борьба, я хочу сказать. Борьба для того, чтобы собрать часы, заработать себе ставку. Борьба в том, чтобы качественно провести занятия. Уговорить родителей, да. Поэтому, а что делать? Такой статус учителя крымско-татарского языка. Поэтому и отношение народа к учителю крымско-татарского языка другое. Но это же не секрет, крым-татар тілі оджасы. Поэтому определенный статус и определенная нагрузка учителя крымско-татарского языка есть. И я думаю, что она еще будет долго. Дополнительная нагрузка. Но когда мы идем, мы должны понимать, что мы берем на себя определенную ношу, и мы должны ее нести.
так сказать, не роптать, да, или как правильно? Нет, не роптать. Да. Шкур, Аллаха шкур. Да. Более имки анбар. Смотрите, говоря о методике и методологиях, да, преподавания, вот смотрите, у англичан есть четкая схема, да, чтение, говорение, аудирование, это проклятая таблица неправильных глаголов, я до сих пор ее, да, пытаюсь вспоминать периодически. То есть у них есть вот эта четкая история, да, когда у них включаются все виды деятельности, и, ну, приблизительно ученик понимает, да, о том, как это будет выстроен урок, какие требования и так далее. Вот исходя из вашего опыта, как бы вы оценили, скажем так, включение учеников, родителей, и вообще возможно ли в этой ситуации, как бы вот, когда есть вот план-схема, что называется, да, самостоятельно выучить язык, то есть как-то продвинуться, исходя, вот там есть база школьная, условно говоря, да, и ты задался целью свои знания, качество знаний повысить и получить результат. Есть такая история? Можно ли самостоятельно это сделать? Я думаю, при большой мотивации можно все. То есть материала вокруг достаточно, учителя веками отработали по английскому языку, и какая-то методика есть, и можно найти этот материал. Да, но это будет занимать больше времени, чем с преподавателем, так как то, что наработано уже преподавателем, даже методика, как он дает этот материал, не сравнится с тем, что мы будем сами делать. То есть это займет больше времени, но я думаю, что также может получиться. И также зависит от желания, мотивации и как часто. Запросы родителей и учеников по поводу английского языка. Все не хотят, чтобы дети говорили, в первую очередь. Даже не то, что понимали, это понятно, это одно из другого вытекает. Главное, чтобы говорили. И мне кажется, это самая главная цель любого языка. Любого языка. В первую очередь, чтобы говорили, понимали, потом читали, потом писали. Вот такая последовательность. Насколько вообще возможно перенять, вот, условно, там, в чистом виде или не в чистом виде, вот те схемы рабочие, которые есть в английском? Я задавала этот вопрос, знаете, наиболее близкий язык нам турецкий. Я задавала этот вопрос в Турции. Удалось ли это сделать в области турецкого языка? Они мне ответили, что это сложно, довольно-таки длительный процесс. И я видела лабораторию, это целый научно-исследовательский институт, где кадры, специально подобранные кадры, которые утром приходят, вечером уходят. И занимаются одной темой. Занимаются разработкой. Вот у них есть Орхун для нуля. И там целые сеты, вот как в английском языке. Но это делают исследователи, ученые. И там берешь с нуля, и, в принципе, за год ты начинаешь на элементарном уровне говорить. То есть легкое отношение к методике, такое вот, может быть, недопонимание важности методики. Не секрет, у нас многие ученые говорят, что это методика? Взял, там собрал, тут собрал. Но это не так не работает. Это не так не работает. Нет. Споткнемся. Уже спотыкаемся. Почему английский язык такой успешный? Там же этим серьезно занимаются. Самые серьезные методики в области методик и инноваций это в Англии. И самые дорогие в Англии эти методики. Ленрёджа, рабочие тетради, которые есть у англичан, да, еще масса там методологического или методического, точнее, материала. Все это есть у учителя крымскотарского языка и литературы? Рабочие тетради, я не знаю, есть такое понятие? Почему до сих пор у нас никто не взялся за это дело? Почему никто не разработал? Конечно, что-то есть. Я, так сказать, вот в таком масштабе, чтобы это было качественно и чтобы это было каждый год издавалось, и такого нет. Это проблема финансов или проблема создания этого продукта? Мне кажется, и то, и другое. Я недавно у Эмине Шерфе, по-моему, я видела в сторис о том, что она опубликовала разработку каких-то своих тетрадей, да, рабочих тетрадей по крымскотарскому языку. Это, я так поняла, ее интеллектуальный продукт. Я не знаю качества и так далее, но вот я себе задалась вопросом, то есть есть ли у учителей крымскотарского языка нечто подобное? Мы популяризируем блогеров, да, они молодцы. Но, с другой стороны, есть же огромная армия наших педагогов, которые работают каждый день в школах. В школах, и наверняка у них есть эта база. Но необходимо этим системам. У нас есть КРИПО, где есть специальный, теперь уже появился только в этом году методист, который курирует образование на крымско-татарском языке. Но у нас, кроме филологического аспекта, есть еще и педагогический аспект. Классы с крымско-татарским языком обучения. Это же не только язык. Да, мы делаем акцент на язык, но кроме языка, там же математика.
там же другие дисциплины, которые нужно... Да, но мы сейчас говорим про язык, да, мы же на каждом, так скажем, общем собрании или встречах на каждых мы говорим Хотя бы про, язык, да, хотя бы... про крымско-татарский язык. И поэтому я и спрашиваю, с чем придет учитель крымско-татарского языка к своему ученику? И я так понимаю, что ни с чем, да? И Нет, то, что у нас нет. есть или минимальным количеством вариантов. Программа есть. Ну, если брать начальную школу, программы есть, учебники есть, методические рекомендации Насколько эти учебники есть. адаптированы, Ленурия Уджа? К тому качеству, скажем так, ну уж простите, к качеству ученического материала, который приходит к вам? Ой, как сказать? Правду? Правду, да. Я сторонник того, чтобы мы снимали розовые очки и проблему видели такой, какая она есть. Ну, опять же говорю, много зависит от учителя. Естественно. Конечно, учебники не всегда соответствуют уровню учащихся, но учитель должен постараться все-таки сделать, взять, опять же, тот же минимум хотя бы, какой-то абзац, отрывок, произведение или какой-то текст. Даже иногда мне приходится самой маленькие небольшие стихи писать, небольшие какие-то для развития речи, для того, чтобы ребенку легче было освоить. А учебник, хоть он, может быть, не всегда соответствует, но он нам нужен в любом случае, мы по нему работаем. Без учебника нет, Поэтому конечно. у тебя всегда материал, ты можешь в любой момент открыть, дать ребенку задание, спросить с него. И поэтому, конечно же, я согласна, что надо менять методологию, надо менять и учебники, наверное. Но как с этим справиться, я не знаю. Я рядовой учитель, поэтому... Но есть в начальной школе точно есть 2 комплекта учебников для владеющих. Авторы Миля Оджа Саттарова, Сани Оджа Саттарова, это Анатолий Ве Окуф, Эдеби Окуф. Это для владеющих. Второй комплект для невладеющих. Тоже с 1 по 4 класс он разработан, автор Майре Мамутова. То есть и методические рекомендации к этим учебникам есть. А дальше я думаю, что в средней школе только для владеющих учебники разработаны. Я думаю, что потихонечку будет разрабатываться комплект вот в продолжение, как крымско-татарский, как, ну, не родной он называется, ну, условно говоря, для тех, ну, такой статус в общий принятый в Российской Федерации. Мы понимаем, что он нам родной, но для тех, кто слабо владеет. С нулевым входом. Да, поэтому продолжение этого комплекта учебников наверняка будет разрабатываться для средней школы. Вам не кажется, что мы уже давным-давно опоздали с этими разработками? Но это дорогой, это очень дорогой процесс. Я к тому, дорогой я к процесс. чему, что мы флагами мы машем, но ничего вдогонку этому флагу ничего не делаем. Ну, условно ничего, да? Я понимаю, что это дорогой процесс, я понимаю, что это трудоемкий процесс, я понимаю, что это должны сидеть институты буквально, да, и получать за это деньги. Но в таком случае, может быть, есть смысл меньше патетики на эту тему нагонять и больше делать? Но тогда необходимо провести, наверное, мозговой штурм, собрать учителей, которые работают в школах, в детских садах, и разработать дорожную карту. У нас нет, мы очень много говорили о Курултае педагогических работников, но так его и не провели. То есть здесь тогда надо думать, как пути решения, как нам Организовать, да. как это все организовать. Поэтому... Англичане включились бы в этот процесс? Эвелина Ханум, да? Да, мы бы с радостью поделились своим опытом с нашими коллегами. И также есть разные онлайн-платформы, которые можно использовать или крымско-татарского языка, или любого языка. То есть мы их используем на своих языках, но они являются универсальными. То есть тезис о том, что не все можно вот копипастом, что называется, перенести в крымско-татарский из английского, допустим, да, или из любого другого, он имеет место быть или нет? То есть можно взять и вот адаптировать или просто перенести? Я считаю, что можно взять какие-то идеи, можно взять какие-то ресурсы, и если есть необходимость, адаптировать. Что бы вы изменили, Риан Ханум? Я вот услышала такую фразу, что вот, мол, у тебя есть уже всякие наработки, да, ты можешь использовать их, но ты должен подключить креативность. Ты несешь на себе бремя учителя, ты должен это делать. Но есть один момент. С креативностью не у всех очень хорошо. Есть такие учителя молодые, они очень хорошо знают язык,
но они не совсем знают, как его преподавать. Не знают они, может, и знают как-то поверхностно в теории, но им очень тяжело. Педмастерства не Да, хватает. не хватает. Вот этому нужно обучать. Этому не обучают в университете. Нет, У абсолютно. нас есть, например, предмет, да, на Иньязе был, методика преподавания. У нас тоже был. И Печально. там это печально. Это настолько все сложно. В теории, просто теория очень сложно. Ты должен выучить теорию, чтобы сдать методику преподавания. Это зачем? Нуднейший предмет, Да, я должна то есть там сказать. должно быть вот как будто мы дети, студенты, да, и с нами вот играть, с нами, на нас же и показывать, как работать с детьми. Этого нет. И ты целый год изучаешь этот предмет раз в неделю, хотя мог бы заниматься другими вещами практичными. Надо обучать молодых и даже не молодых креативности. Креативные учителя или выпускники факультетов крымскотатарского языка и литературы уходят в блогосферу, уходят в частное преподавание. Ну, алая чохшкур, как говорится, да, что есть и возможность, как говорится, у них позаниматься языком. Но в любом случае не у каждого есть возможность, да, приобрести себе этот пакет знаний и включиться в процесс. Завершая наш разговор, я, знаете, о чем хочу спросить? Мы говорили о мотивации, да, о мотивации учителя и о мотивации их учеников и родителей. А я хочу еще в конце поговорить о том, что мы получаем на выходе. Я думаю, что современный представитель крымскотатарского народа может изучать другие языки, английский, испанский, итальянский. Да, в наших реалиях уже действительно должен. И ему не стоит забывать о своем родном крымскотатарском языке, потому что у многих есть какая-то база, и нужно сделать больше упор на говорение. Конечно, очень радует, что сейчас появляются разные мероприятия, такие как разговорные клубы, книжные клубы, где можно обсудить и использовать этот язык. То есть современный крымский татарин и крымская татарка — это люди, которые изучают другие языки, но понимают ценность своего языка и стараются его углублять знания, которые у них есть, и дальше передавать это следующему поколению. Вы думаете, у нас в перспективе прекрасное языковое будущее? Анализируя свое окружение, людей, которые меня окружают, с возрастом люди начали осознавать, почему родители говорили, да, вот говори на крымско-татарском, учи крымско-татарский. Мы понимаем, зачем это нужно, и мы не хотим в глобализированном мире терять эту культурную идентичность. То есть, да, мы хотим развиваться, мы хотим масштабироваться, но не забывать, кто мы. Потому что за каждым из нас многолетняя история, которую нужно знать и нужно передавать, но передать мы ее можем только зная свой язык. Учитывая все эти обстоятельства, что выберет сегодняшний подросток? Крымско-татарский, английский или крымско-татарский выберет? Как вы думаете? Объективно давайте. Я считаю, что нужно выбирать два языка. Потому что сколько языков мы знаем, я считаю, что каждый язык открывает какую-то дверь в нашей жизни. И, например, да, английский, он дает нам возможность путешествовать, возможность роста в карьере. Да, это больше про то, что мы растем вширь. Но крымско-татарский язык — это больше про познание себя, это больше про глубину, про наш род, про наши корни. То есть, да, вроде как масштаб разный, но ценность изучения этих языков, она равноценна, я считаю, да. Рианна Ханум, что вы думаете по этому поводу? Ну, там два вопроса, да, было? Что на выходе? Что мы получаем? На выходе получаем, что есть понимание, по крайней мере сейчас, что нужно знать свой родной язык. Это уже хорошо, но совсем мало. И второй момент — это вопрос, что выберет крымско-татарский подросток, английский или крымско-татарский? Я думаю, что крымско-татарский. Да? Я в этом уверена, да. Потому что дети все равно, по крайней мере в школе, в нашей, да, в которой я работаю, английский не сильно хотят изучать. Они говорят, зачем он нам? Они не понимают, зачем. А вот крымско-татарский язык они понимают. Они среди сверстников находятся и видят, что некоторые хорошо знают свой язык. Им где-то становится стыдно. А то, что ты не знаешь английский, где-то не стыдно. Это нормально. Интересная история.
Ленриодя, Нисеодя, как вы думаете, что выберет крымско-татарский подросток, во-первых, да, а во-вторых, каковы перспективы, да, языка? То есть действительно ли мотивация вот патриотическая такая, да, патриотическо-духовная мотивация, этого достаточно и сработает? Да? Мы вот сейчас говорили о Не знаю, престиже сработает или и нет, перспективах. Да? Да. Какие перспективы ну, вот так очень утилитарно, да, я сейчас выражаюсь, очень так цинично выражаюсь, да, какие перспективы у человека, который знает крымско-татарский язык, и у человека, который знает английский? Ну, вот я послушала сейчас молодых, и оптимизма прибавилось. Да. Да. Аллаху шукур, я вот смотрю и думаю, действительно, если человек осознанно подходит к своему существованию, образованию, то я думаю, что он выберет все-таки родной язык. И будет стараться, ну вот именно в осознанном возрасте, он будет стараться и стремиться все-таки его изучить. Перспективы. Перспектива? Мгм. А какая перспектива в изучении любого другого языка, как родного? Никто же не задумывается, когда русский или украинец или англичанин не задумывается, какая перспектива моего родного языка. Надо сделать, чтобы крымско-татарский язык стал модным. Молодежью Вот движет было мода. такой момент, был, да. Надо, чтобы это стало модным. А вот как это сделать, надо думать. Триан Ханум, знаете, на последнем концерте, когда, не называю кафе, которое недавно открывалось, где было, да, Ну, все знают, о чем где говорить, было да. ну, минимум 2000 человек, да, я стояла, смотрела на народ и смотрела, ну, заглядывала буквально каждому в рот, поют или нет. Ну вот, народ пел. Вот. Народ пел, и я стояла и рассуждала, и думала, вот какую надо выбрать методику, чтобы вот так же народ начал говорить на крымско-татарском языке. Может быть, какую-то... Мы очень любим же петь, танцевать, да? Мы поющие, Это наше танцующие. всё. Вот это наше все, да? Бір хайтарма чалса, Кушать күнсе не давай. отырмай, да? Ерламаға ерларны аз ерлаймыз, но хайтарманы пек ойнаймыз. Но енді ерламаға да башладық. Это же тоже прогресс. Начали с танцев, начали танцевать. Теперь уже подключились модные тенденции в... Одежды, да. Национальной Я одежды. имею в виду, сделали прекрасные аранжировки старинных песен. Айшем, я посмотрела, все пели. Кемани пели, ваши песни, так вообще каждый пытается еще дотронуться до звезды. Ну, то есть для меня, как педагога, я вот просто позавидовала и думаю, вот так вот 2000, да, народу вышло и начали бы петь и говорить на крымско-татарском языке. Я, правда, там тоже включила педагога, повоспитала немножечко диджея. Это могадар крым-татары бар. Ничего алмадым, бір сөз крым-татар айтмайсың. Крым-татарсың сен, крым-татарым. Крым-татар же білесің, блин. Я, конечно, тут, ну, так Это вот не для по-моему, эфира, там просто рассчитывалось, что публика не только крымско-татарская будет. Вот понимаете, маркетинг. Это уже А не- сколько процентов крымских татар там было? Ну, там, конечно, Почему подавляющее наши большинство. интересы не учли? Вот у меня вопрос. Вот почему мы пришли крымские татары попеть, а наши интересы, и мне мanga бір сөз крым татар жайтмалер. Ну вот эту сторону, это не для того, чтобы повоспитывать с плохой Надо точки два зрения. ведущих сделать. Да, один ведущий, он говорил на крымско-татарском, я келдім крым татар жалафет тамонин, бле. Поэтому почему наши интересы не учли? Вот мы начинаем ворчать, потом мы педагоги, везде педагоги. Начинаем Эта опция не отключается. Да, она не отключается, ее не выключишь. Да. А это джагом, когда общаешься постоянно с народом, не все так пессимистично, вы знаете. И на самом деле народ большая мотивация у народа говорить. И Ленуре уджалармыз doğru айталар. Не потому, что ты видишь сферу функционирования. Сфера функционирования – это вопрос политиков и так далее. А вот у народа потребность есть в изучении языка. Хотят через песни, через классов меньше. Вот Ютуба, да, где можно послушать, ну, эта площадка более была свободная. Была. Поэтому это джахам, ну, то есть народ готов изучать язык. И вот когда мы говорим о экономической сфере, я вот недавно записывала, мне научилась тоже записывать блоги небольшие, я стала задумываться о экономическом значении крымско-татарского языка. С английским понятно, да? А с крымско-татарским? Это 16 тюркских стран. Если ты знаешь крымско-татарский язык, в будущем занимаешься бизнесом. Да, но почему-то у нас все уехали в Ирландию и в Европу. Ну, там тоже диаспора должна была, наверное, появиться. Её ж не было. А в будущем, ну, посмотрите, 16 стран, это же тоже экономическая выгода в будущем. Ты же сможешь бизнес построить. Тоже... Проблема в том, что мы не мыслим такими масштабами, скорее всего. И поэтому у нас и такая, вот, скажем так, яма в целях, в постановке этих стратегий, в выстраивании этих стратегий и, скажем так, адаптации их вот на такой, на низовой уровень, как минимум. Да, мне кажется, проблема именно в этом заключается. Ну и завершаю. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за всех, за этот откровенный разговор и честный.
Я сразу приношу извинения, если кого-то обидела вот этими своими характеристиками, и у наших зрителей в том числе, но моя задача заключалась в том, чтобы мы проговорили эту историю про методику, да, про методы обучения. Моя задача заключалась в том, чтобы мы, ну, скажем так, поставили себе пунктиком и задачей, что крымско-татарский язык, несмотря на то, что есть желание, есть потребность в изучении крымско-татарского языка, одного патриотизма недостаточно. За патриотизмом следом должны идти конкретные методы. За патриотизмом должна идти креативность педагога в том числе. И это все должно тиражироваться, и тогда мы наверняка достигнем какого-то должного уровня и владения языком, и знания языком, и включения, и желания, главное, в этот процесс. Поэтому у нас не все так плохо, судя по нашему разговору, и я надеюсь, что будет еще гораздо лучше. Чохсагнус, это был проект Меркес, Горушкенджи.